Копеечка дом бережет. О пользе для жителей от взносов за капремонт увещевают сотрудники профильного фонда. Научно-консультативный совет по ингушскому языку и литературе разработает актуальные программы по сохранению родной речи. Позитивные изменения в Карабулаке заметны еще при въезде в город. Эту старую арку местные власти решили реконструировать. День рождения предполагает подарки. Что к юбилею региона припасли в Карабулаке? Жителям на заметку. Двухэтажное здание спортивного комплекса «Дзюдо» вот-вот откроет свои двери для спортсменов. Комплекс дзюдо позволит развернуться таки спортсменам и проводить тренировки на качественно новом уровне. Дети научат. Они знают, как воздействовать на проблемных взрослых. Акция безопасности устами младенцев прошла в селении Гамурзиева. Добрый вечер. Это новости 24. Глава Ингушетии провел встречу с заместителем председателя правительства Магомедом Гогиевым, в ходе которой были затронуты земельные вопросы. По словам вице-премьера, в республике имеются земли сельхозназначения, которые длительное время остаются без должного внимания. Инназбек Евкуров сказал о том, что необходимо провести ревизию таких участков, и если они не используются по назначению, нужно принять действенные меры и передать землю лицам и организациям, которые будут на ней эффективно трудиться. На встрече говорили о продлении сроков аренды земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйств, а также земель сельхозназначения. Сотрудники фонда капремонта провели обход по многоквартирным домам в Магасе. Здесь предпочитают осуществлять трудовую деятельность по принципу «готовь сани летом». Здания в столице региона в основном все новые, но от грядущей ветхости никто не застрахован. Именно для этого необходимо осуществлять ежемесячные взносы на ремонт домов. Репортаж Зульфии Мислауровой. Ровная крыша, аккуратный фасад. Пока многоквартирный дом не вызывает опасений жителей. Он новый. Пройдет немного времени, крыша прохудится, фасад потрескается, электропитание начнет давать сбои. Мария Мивлоева купила квартиру здесь 2 месяца назад. Женщина пока не понимает суть программы «Капремонт». Специально для таких жильцов сотрудники фонда проводят разъяснительную работу по каждому адресу. Я в этом ни в чем не разбираюсь. И что надо... Скажите, чтобы он обязательно присутствовал на сходе граждан. Программа «Капремонт» проводится в регионе с 2014 года. За это время удалось отремонтировать 20 домов. В программу ремонта входят капитальные работы по замене крыши, реконструкции инженерных сетей, восстановлению фасада дома. Обязательное отчисление по капремонту, гарантия и право жителей требовать от администрации реконструкции дома в чрезвычайном случае. Таких, как Марем, заинтересованных немного. Работу сотрудников чаще игнорируют. Приходится оставлять буклеты в дверях в надежде на сознательность жильцов. Размер взноса 5 рублей 90 копеек за квадратный метр. Дашу Баркинхоева только готовится к покупке квартиры. Сотрудника фонда она встречает радушно. Для нее это отличная возможность ознакомиться с программой перед въездом в собственную квартиру. Ежемесячно мне платить? Да, вам нужно ежемесячно причислять взносы, исходя из 5 рублей 90 копеек за 1 квадратный метр. То есть, это умножить? Да, умножьте, то вы говорите... Это 318 рублей. А вот у меня вот на Зане ипотечная квартира. Это с первых дней платить или как? После того, как вы уже оформите собственность данного помещения. Да? За 3 дня сотрудники фонда обошли 60 домов в Магасе, а это 300 квартир. Квитанция об оплате начнет приходить собственникам с конца августа текущего года. Как и другие налоги, послабления происходят для ветеранов труда, Великой Отечественной войны и других категорий льготников. Многие собственники непониманием относятся к таким вопросам. Для таких собственников мы в дальнейшем еще будем проводить такие разъяснительные работы с участием всех сотрудников фонда капитального ремонта. Благодаря той работе, которую мы проделали, мы вышли по итогам 2016 года с 1,8% до 39,6%. То есть повышение взноса у нас составило в районе 37%. В будущем такое отношение может сыграть против самих жильцов. Судебные иски за неуплату уже исчисляются сотнями. Разъяснительную работу сотрудники фонда продолжат уже в других городах региона. Зульфия Мислаурова, Рахман Цуров, Новости 24.
Итоги проделанной работы за прошлый месяц подвели в региональной инспекции строительного и жилищного надзора. За отчетный период ведомством проведены плановые проверки по соблюдению жилищного законодательства. Всего за июнь в инспекцию поступило 7 обращений по качеству коммунальных услуг. С сотрудниками выявлено несколько нарушений. Кроме того, в прошлом месяце проведено заседание лицензионной комиссии по выдаче документов на осуществление предпринимательской деятельности. Особое внимание уделили надзору за поступающими и пустующими подвальными помещениями. У нас 30 проверок было проведено, плановых проверок. Были выявлены много замечаний, 27 замечаний, выдано 15 предписаний. И также у нас запланировано 24 проверки на следующий июль месяц. Учитывая, что ведется у нас интенсивное строительство по летнее время, проверки они будут, больше проверок будет непланового характера. Помощник советника главы Ингушетии Башир Бузуртанов от имени Юнусбека Евкурова поблагодарил работников компании «Газпром», газораспределения «Назрань» за быструю ликвидацию последствий ЧС. Грамоты главы региона удостоились около 30 человек. Это электросварщики, инженеры, слесари и водители, благодаря слаженной работе которых удалось в короткие сроки восстановить подачу газа после взрыва магистрального газопровода на Сыркорте по улице Смурзиева. Напомню, авария произошла 9 мая. Тогда без газа остались около 400 домов. Глава Ингушетии поручил соответствующим службам завершить аварийно-восстановительные работы до начала месяца поста. С поставленной задачей специалисты справились. Эта благодарность, она в первую очередь свидетельствует о том, скажем так, нелегком труде, который провела наша компания по переподключению в кратчайшие сроки абонентов города Назрани. Но мало того, она позволяет действительно сплотить тот коллектив, показать и другим сотрудникам нашей компании, что действительно их труд не останется незамеченным и, соответственно, всегда будет оценен по достоинству. О сохранении и возрождении родного языка говорили в научно-исследовательском институте имени Чаха Ахриева. Там прошло первое заседание научно-консультативного совета по ингушскому языку и литературе. В его состав вошли ингушские ученые, языковеды, писатели, педагоги и журналисты. Зарима Ивлоева внимательно слушала. Об острой проблеме сохранения родного языка в Ингушетии говорят еще с момента возвращения народа на Кавказ после 13-летней жизни на чужбине. Но с годами вопрос буквально стал ребром. Интернет, телевидение, школа и в конце концов глобализация. Все эти факторы перетянули ингушей, как и многие другие народы, проживающие в России, на русский язык. Сегодня каждый субъект постепенно возвращается к своему этносу. Политика страны нацелена на то, чтобы сохранить многообразие народов, населяющих Россию. Недавно этот вопрос обсуждали на встрече депутатов с филологами и писателями. По инициативе народных избранников был создан научно-консультативный совет по ингушскому языку и литературе. Исаак Адзоев сегодня один из самых активных пропагандистов родного языка. Писатель с большим энтузиазмом принялся за работу в составе нового совета. Беглое чтение незнакомого текста практически невозможно при современной графике. Стоял вопрос об унификации этой графики. Но до сих пор все это откладывалось, комиссия за комиссией, но результата никаких нет. Я надеюсь, что на этот раз мы внесем какие-то изменения, которые помогут нашим гражданам легко и свободно читать на родном языке. Легко и свободно на ингушском читают далеко не все. Специалисты уверены, все дело в том, что современные авторы используют многие слова хаотично, придавая им новый смысл и неточный перевод. Чтобы появилась единая база и понятие об ингушском языке, и создан рекомендательный орган. В составе совета 22 человека. Писатели, депутаты, журналисты, заслуженные учителя. Это люди разного возраста, но все они борцы за сохранение родного слова. Итак, первая цель комиссии – орфография. Каждый, кто пишет, пишет по-своему, отходя от ингушской орфографии. Поэтому с этой целью, чтобы избежать, чтобы искоренить такой разнобой в правописании, мы решили создать такой совет. У действующей комиссии по ингушскому языку при правительстве региона полномочий больше. Именно она может официально вносить правки в язык. А созданный совет будет разрабатывать актуальные программы и рекомендовать комиссии внести эти изменения. Работы у лингвистов впереди немало. Идут споры, дискуссии по орфографии нашего языка, то есть правописание, слитное, раздельное, звуки, буквы, даже уже по поводу алфавита ингушского
ингушского языка и так далее. Собравшиеся уверены, начинать надо со школы. К слову, учебные пособия по ингушскому языку и литературе не переиздавались уже 5 лет. По действующему законодательству учителя просто не имеют права работать с такими учебниками. Работа в этом направлении тоже активизировалась. 1 сентября этого года ингушские школьники получат новые книжки. С 1 по 14 по 4 классы это начальное филологическое звено, начальное образование. И где-то попозже, наверное, уже подключатся 5 и, возможно, и 7 классы. В рамках первого заседания члены Совета обсудили такие вопросы, как отсутствие в регионе литературных критиков, возможность лицензирования всех изданий, которые выходили последние 2 десятилетия, развитие детской ингушской литературы и популяризация родного языка среди молодежи. Комиссия серьезно настроена повысить уровень национального образования. Зарема Ивлоева, Султан Бугучев, Новости 24. Эффективность работы пресс-служб на местах обсуждали на встрече представителей администрации главы Ингушетии с пресс-секретарями министерств, ведомств и муниципальных образований республики. Оперативность, достоверность и качество подачи информации порой оставляет желать лучшего. Поэтому некоторые темы, касающиеся важных и значимых событий в жизни региона, остаются не до конца раскрытыми, говорили на встрече. Особенно это актуально в преддверии празднования Дня Ингушетии. Начальник управления внутренней политики администрации главы Ингушетии в своем выступлении отметил низкий показатель заполняемости сайтов учреждений и ведомств, которые, в свою очередь, являются связующим звеном между властью и народом. Но самое главное, это чтобы у нас на местах профильные министерства, ведомства показывали свою работу. То есть, чтобы вся ситуация, все обращения наших жителей, они напрямую не шли на главу региона, на главу республики, а непосредственно были адресованы тем, кто должны работать на местах. То есть люди должны знать, кто за это отвечает. И научиться обращаться непосредственно профильно, напрямую к ним и требовать исполнения того или иного проблемного момента вот именно с этих людей. А пресс-секретарь должна показывать эту работу. Важна оперативность предоставления информации. Оперативность информации характеризует ее своевременность, актуальность, быстроту сбора и передачи нужных данных. Управление внутренней политики проводит регулярный мониторинг информационного поля всех средств массовой информации для того, чтобы отразить текущую ситуацию, для принятия своевременного принятия управленческих решений. Теперь у пресс-секретарей есть возможность повысить свою квалификацию, поскольку у большинства из них отсутствует профессиональное образование и навыки журналиста. Подтянуть свои знания они смогут с помощью школы мультимедийной журналистики «Спецкор». Руководитель проекта Адам Буражев отметил, выучиться и стать востребованным в этой сфере сможет любой желающий. Чем порадуют жителей Карабулака в годовщину образования Республики Ингушетия? Народные гуляния должны пройти в особой атмосфере и в обновленном антураже. Новые дороги, масштабное озеленение, скверы и кафе на берегу Сунжи – все это в репортаже Мадины Пугоевой. Позитивные изменения в Карабулаке заметны еще при въезде в город. Эту старую арку местные власти решили реконструировать. Чтобы преобразовать городские ворота, рабочие сохранили железный каркас, облачили перекладины в новые материалы из зеленого композита и очень скоро разместят на них надписи на русском и ингушском языках. Чуть дальше на горизонте виднеются жилые многоэтажки. Город постепенно расширяется, дома здесь строят и в центре, и на окраине. Однако именно Карабулак считается едва ли не самым зеленым населенным пунктом республики. Деревья многолетней высадки и молодые саженцы украшают городские улицы. В преддверии празднования 25-летия Ингушетии местные власти благоустраивают парки, дороги и скверы. Когда выходишь на улицу, и где-то бегают, и деревья сажают, и цветники, все новые появляются цветники. И ощущение праздника, конечно, есть. Все в огнях, вот ночью, особенно вечером выходишь. Гордиться есть чем. Потому что то, что мы достигли буквально за эти последние 20 лет практически, то, наверное, никто не сумел практически в России. Потому что у нас это идет сильными темпами, быстрыми темпами все происходит. Полным ходом идет и ремонт дорожного полотна. Еще в 2013-м работники Ингуш-Автодора начали реконструкцию автодороги Назрань-Грозный. Сейчас работы ведутся в городе по улице Джабагиева. Почти 400 метров асфальта предстоит проложить рабочим до праздничных мероприятий. Бордюры здесь уже установили, а вот тротуары проложат сразу после асфальтирования дороги. Ширина здесь, допустим, в городе Карабулак ширина дороги 8 метров составляет. И с устройством бордюрного камня с двух сторон и тротуаров. А вне населенного пункта,
пунктов, вот, не Карабулака. Ширина дороги составляет 11,5 метра. Между тем, активно к открытию готовится и новый сквер в Карабулаке. Очень скоро это место станет одной из самых привлекательных зон для семейного отдыха. Живой уголок, пляжный футбол, небольшие аттракционы, батуты, детские развлекательные комнаты и многое другое. Предусмотрел инвестор и национальные угощения. Рядом желающие смогут сыграть в теннис или бильярд. А для любителей отдыха на свежем воздухе строители соорудили небольшую площадку на возвышенности. Это будет летнее кафе с видом на общий план площади, кафетерий. И главное, все достопримечательность, это наша местная река Сунжа. Кафетерий будет располагаться вот на берегу, с видом на второй парк, с видом на реку. И в основном отсюда видно весь вид на спортивные площадки. Завершить отделку помещений к празднованию 25-летия республики рабочие не успеют. Строительные работы в сквере из-за непогоды пришлось ненадолго приостановить. Но самое главное уже сделано, поэтому даже сильные дожди теперь строителям не помеха. Осталось залить площадку для баскетбола, установить лавочки и протестировать оборудование. Впрочем, на этом благоустройство города не закончится. Проживая в городе Карабулак с 93-94 годах, знаю, что сделано за этот период. Сделано очень много. И я надеюсь, что мы на этом не остановимся, на достигнутом. Мы пойдем дальше и будем дальше, как говорится, и совершенствоваться, и строиться, и благоустраивать наш город. 11 июля Карабулак засверкает новыми яркими красками. Местные жители и гости отметят День Республики народными гуляниями. А уже вечером главные торжества пройдут в Магасе на площади перед башней Согласия. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24. На период проведения праздничных мероприятий с 13 часов до часу ночи перекроют выезды на проспекте Зязикова с улиц Гагиева, Аздиева, Хрущева, Горчханова, Кулиева, Базоркина, а также из переулков Мальсагова, Оздоева и Солей Матери. На упомянутых улицах установят временные дорожные знаки и ограждения, а также изменят движение общественного транспорта. В связи с этим организаторы праздника обращаются к автовладельцам с просьбой с пониманием относиться к временным неудобствам и дополнительным мерам, направленным на обеспечение безопасности участников акций и почетных гостей, а также заранее убирать и выбирать пути для объезда. Всероссийский турнир по дзюдо среди юниоров на Кубок главы Ингушетии пройдет в Назрани 11 июля. Турнир соберет порядка сотни спортсменов из разных регионов СКФО. Для участников турнира учрежден призовой фонд. Дата проведения турнира ознаменована еще и тем, что в этот день состоится официальное открытие нового специализированного зала дзюдо. Двухэтажный спортивный комплекс с трибунами на 500 зрительских мест, медпункт, комната отдыха для тренерского состава, душевые кабинки, раздевалки и тренажерный зал. Все для полноценного занятия дзюдо и проведения масштабных спортивных мероприятий. Об этом подробно расскажет Руслан Албагачиев. Двухэтажное здание спортивного комплекса «Дзюдо» вот-вот откроет свои двери. Для спортсменов здесь предусмотрены судейские зоны, трибуны на 475 мест, тренажерный зал и многое другое. Комплекс оснастят самым современным оборудованием. Открытие этого комплекса, пожалуй, одна из важнейших задач, стоящих сейчас перед республиканским Минспортом. Пока что спортсменов здесь нет, лишь рабочие, которые заканчивают последние штрихи во внутренней отделке зала. На каждом этаже трудятся маляры, вентиляционщики и электрики. Металлоконструкциями связан весь комплекс работ выполнен. В данный момент отделочной работы частично осталось, до 11, 2-3 дня у нас еще есть, мы успеем, и работу по благоустройству территории. Строительство объекта развернуто на 2000 квадратных метрах. Капсулу под строительство на этом месте заложили в прошлом году, после победы Хасана Халмурзаева на Олимпиаде в Рио. А сегодня виден итог. Бригада рабочих трудится во всю силу. Открытие объекта планируется уже через несколько дней к празднованию Дня Республики. 2 стоянки, небольшой сквер и площадка для занятия уличным спортом. А на первом этаже комплекса разместились 3 санузла, душевые, сауна, раздевалка для спортсменов и медпункт. Мы сейчас находимся в холле, вестибюль. Справа гардеробная у нас, слева буфет, мини-бар. Так сказать. Лифт, дальше у нас аптека. Здесь в коридоре у нас помещение, кабинет администрации, комната отдыха, душевые, раздевалки. Пожалуй, главное в комплексе – это борцовский зал. Его размеры действительно внушительные – 18 на 50. Тут с легкостью разместится 4 татами, так что одновременно можно проводить 4 схватки. Если раньше мы в данном маленьком зале все были такое... Количество детей очень много было, и не было возможности развернуться, работать так. А сейчас мы можем в просторном зале
И подход совсем другой, свободно, все видим, все контролируем, и можно достойно работать и показывать хороший результат. По сравнению с тем, что у нас было, это действительно огромный зал, 10 раз больше, условия есть, там только тренируйся. Думаю, что в этом зале будут рождаться не только олимпийские чемпионы, и много чемпионов и мира, и международников. Мы много разносборов были по всей России, куролесили. Но в данной ситуации такого зала я редко видел. Пока условия создаются, наши спортсмены не перестают удивлять ингушских болельщиков. Хасан Халмурзаев вновь показывает волю к победе. В мае дзюдоист стал победителем большого шлема в весе 81 килограмм, чемпион Европы. Июль и снова победа. Теперь уже второго Халмурзаева. Хусен стал фаворитом международного турнира Гран-при Китай. Руслан Албагачиев, Хаваш Гойгов, Новости 24. Помощь постучится в каждый дом. Отныне врачи Карабулакской поликлиники проверяют здоровье своих подопечных прямо у них на дому. Такая практика результативна. Это, по сути, диспансеризация в родных стенах. Медики проводят подворовый обход, оказывают выездную консультацию и помогают предупредить заболевания на ранней стадии. Индира Манкиева расскажет подробно. Неожиданным гостям Баркинхоевы всегда рады. Этой семье уделяется особое внимание, потому как живут бабушка с дедушкой одни. В пожилом возрасте и здоровье уже не то, поэтому за ними нужен глаз да глаз, отмечают медики. Мы часто посещаем этих больных. Мы приобрели для них аппарат для измерения давления, именно автоматически, чтобы им было легче измерять это давление. Приобрели телефон. На этом телефоне записаны именно только наши номера, и поэтому в любое время мы им звоним, они нам звонят. На этом телефоне нету других номеров, поэтому им легче сразу этот номер набирает. Врачи местной поликлиники наведываются к ним чуть ли не каждый день, рассказывает бабушка Райшат. Приводят все необходимые лекарства и поддерживают добрым словом, что для них, стариков, немаловажно. Терапевт, педиатр, кардиолог дом Погоровых также на некоторое время превращается во временный пункт оказания медицинской помощи. Пока главе семейства делают ЭКГ, в другой комнате педиатр осматривает детей. Руки подними, высоко опускать, опускай. 6 детей, один из которых является инвалидом. В ходе осмотра ничего патологии выявлено не было. Ребенок наблюдается, ребенок-инвалид стабильно наблюдается в детской консультации. Все назначения правильно матери выполняются. Таисия Погорова отмечает, наведываться в поликлинику у самих получается не так часто, как хотелось бы. Новая практика очень даже полезная, признают и сами медики. Те, кто даже не подозревает о болезнях, много. А здесь целая команда врачей выезжает на дом и проводит практически полное обследование. Мы всегда надеемся на русское авось. Авось пройдет, авось болезнь отступит. А когда своевременно выявится что-то, это, конечно, плюс при лечении серьезного заболевания. Муж у меня лежал, когда-то не вставал. Все врачи, которых мы привозили из Осетии, из Грозного, говорили, что он никогда не встанет. А врачи правильно говорят, лечат не только лекарства, лечат еще и слово. Вот этим словом, по-моему, они его подняли. У семьи Котеевых сегодня тоже выдался больничный день. После обследования выяснилось, что у бабушки Зельмихи повышенное давление. Медики сразу же прописывают лекарства и советуют меньше переживать. Гостей в белых халатах сегодня встречают по всему городу, а в поликлинике даже вывесили карту, отмечая, где уже побывали, а где еще предстоит. С 17 января 2017 года созданы мобильные бригады, в состав которых входит терапевт, участковый, педиатр, акушер-гинеколог, медицинские сестры и врач ЭКГ. Мобильные бригады работают с 9 до 18 часов и делают тотальные подворовые обходы. Целью и задачей этих бригад состоит это достоверная перепись населения, это анкетирование населения, это информирование населения о том, что идет диспансеризация и отбор на диспансеризацию определенных лиц, подлежащих именно в 2017 году. Предупредить и предотвратить инсульт. С такой целью врачи поликлиники вышли на еще одну акцию. Медики прошлись по самой оживленной точке в городе. Раздали прохожим информационные брошюрки с номерами экстренной медицинской службы и инструкции, как уберечь себя от инсульта. Индира Манкиева, Майрбек Миржоев. Новости 24.
Воспитанники детского пришкольного лагеря в селении Гамурзиево решили вразумить нерадивых автомобилистов. Взяли в руки дорожные знаки и со словами напутствия вышли в рейд. В сопровождении сотрудников ГИБДД, конечно. Акция безопасности в репортаже Марины Уталиевой. О необходимости соблюдать правила дорожного движения сегодня водителям напоминают дети, ведь именно они находятся в наибольшей опасности на дорогах. Особенно сейчас, на летних каникулах, когда на улице они проводят практически все свободное время. Уследить за каждым ребенком просто невозможно, поэтому инспекторы ГАИ надеются на благоразумие водителей. Профилактическая акция «Внимание, дети на дороге» направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Подобные акции у нас проходят периодически, на постоянной основе, это во всех населенных пунктах республики Мы стараемся уделить больше внимания для обеспечения безопасности детей. Юный инспектор Ахмед Зауров к своим новым обязанностям подходит со всей ответственностью. Под пристальным вниманием старших коллег легко консультирует автолюбителей и напоминает правила дорожного движения. Соблюдайте правила дорожного движения. Автолюбители встречают ребят с улыбкой. Сидя за рулем такой машины, не заметить малыша очень просто, признается Руслан Леймоев. Поэтому все внимание на дорогу. Скорость не только в населенных, даже не в населенных нельзя превышать. Просто нужно соблюдать правила дорожного движения. Больше ничего. Дети уверены, что выполняют важную миссию, ведь инспекторы рассказали им, что означают эти загадочные цифры на трафаретах. Это значит, что в населенных пунктах нельзя превышать скорость 30 км в час, 30 км, потому что на улице бывают дети. Буклеты разлетаются на глазах. Дети, позабыв обо всем на свете, принимаются играть и танцевать. Можно простить им эту беспечность, но для водителей это непозволительная роскошь, считают вожатые лагеря. Мы детей отпускаем в половине третьего. И в это время оживленное движение на дорогах. Естественно, мы за детей болеем. Родители за ними не приходят. Хотелось бы попросить наших родителей, наших водителей, пап, мам, которые сидят за рулем, чтобы они смотрели на дорогу, не превышали скорость в населенных пунктах, рядом со школой, с детсадами, где оживленное движение. Пока дети отдыхают в лагерях, госавтоинспекторы намерены проводить такие акции регулярно. На очереди школы города Карабулак. Марина Муталиева, Рахман Цуров, Новости 24. Для того, чтобы быть сильным духом, важно быть здоровым телом. Так считают в одной из передовых компаний. Сейчас по всей России реализуется социальный проект «Поколение Спортмастер», благодаря которому в 100 городах страны появится 1000 спортивных площадок. Одну из них к юбилею Ингушетии открыли в селении Псидах. Зульфия Мислаурова продолжит тему. Горящие глаза, нетерпеливое ожидание перед открытием спортплощадки в Псидахе. На первый взгляд снаряжение мужское, но девочек тут не меньше мальчишек. Иман 12 лет, и несмотря на любовь к нарядным платьям, хобби девочки выбрала совсем не женское. Я волейболистка. Чтобы укрепить свое тело, я буду приходить сюда каждый день. Яркое пятно в центре новой школы – подарок от российской сети «Спортмастер». Открытие площадки стало самым значимым событием для всех маленьких жителей села. Большие ножницы в руках маленького джигита и горянки. Площадка для всех желающих открыта. Комитет по делам молодежи приложил все усилия, чтобы в самых укромных уголках республики появились площадки для воркаута. Уважаемые жители Республики Ингушетия, от всей души поздравляю вас с 25-й годовщиной со дня образования республики. Разрешите мне от имени компании «Спортмастер», от всего большого коллектива и от руководства компании поздравить вас с этим замечательным праздником. Мы хотели бы преподнести Республике Ингушетия подарок от компании «Спортмастер». И мы дарим оборудование для 10 спортивных уличных площадок, которые вы сами в своей республике можете установить там, где считаете нужным. Этот подарок сопряжен с благотворительным проектом компании. Каждые 5 лет компания дарит различным регионам страны 100 площадок для занятия спортом. Абдулмажид Мамилов за эти 2 дня, что установили площадку, уже успел стать ее частым гостем. Он хорошо понимает, для достижения больших результатов одного зала будет мало. Я занимаюсь спортом, дзюдо. Я люблю очень дзюдо. Мне нравится поделать подтягивания. Мне очень нравится здесь ходить, заниматься. На каждой площадке своя доска для новичков с инструкциями к применению. Мовсар Акбиев, как приглашенная звезда уличных видов спорта, показывает со своей группой мастер-класс, а заодно и оценивает качество безопасности новой площадки для детей. Эти турники очень качественно установлены, которые безопасны для детей.
Уже завтра площадка откроется во дворе самой старой школы сельского поселения Сагапши. А до празднования юбилея республики еще 8 таких площадок откроют преимущественно в сельских поселениях региона. Зульфия Мислаурова, Рахман Суров, Новости 24. В республику приехала очередная группа туристов. Для путешественников из Америки провели экскурсию по равнинной части региона. Маршрут начался с мемориала памяти и славы в Насыркорте, а продолжилась экскурсия уже в столице республики. Гостям показали город солнца с высоты птичьего полета. Мы совершали тур по республикам Северного Кавказа. А Ингушетия – это основная часть нашего путешествия. Мы долго этого ждали. Последние наши гости, они говорят, что здесь безопаснее, чем в Нью-Йорке. Сюрпризом становится, когда они приезжают сюда и видят вот вековые памятники архитектуры. Маленький народ, но с многовековой культурой. Например, американцы, они многие поражаются, они говорят, что, например, какая-нибудь башня в Джайрахе старше, чем их страна. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.